Я знаю, что скоро мой выход, и опять по ступеням бегу. Но как называется пьеса, я вспомнить никак не могу. Меж тем я решительно знаю, по прихоти сна моего, что я в этой пьесе играю, но только не помню, кого. Сейчас я шагну обреченно, кулисы раздвинув рукой, но я не играл этой роли, и пьесы не знаю такой. И должен я выйти на сцену и весь этот хаос облечь, поступки, движения и жесты, прямую и ясную речь. Я должен на миг озариться и сразу шагнуть за черту какую-то длинную фразу легко подхватить на лету. И сон мой все время на крайнем отрезке пути, где дальше идти невозможно. И все-таки надо идти. Занимайте свои места, господа. Итак, прошу занимать места. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этою игрой. И же не извиняться, не уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских полей. Белеет мой парус такой, одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая глупость на ветром яблочко попасть почти не целясь. Орлився в пор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О наслаждение скользит по краю. Смотрите, ангел, смотрите, я играю. И оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой, одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою вину я потеряю больше, чем найду. Пусть бесит за ветер жестокий в тумане житейских морей. Белеет мой парус такой, одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой, одинокий на фоне стальных кораблей. Ну что ж, довольно неплохая работа. Хорошо постарались, ребята. Боже мой, Ксения, куда же ты смотрела? Куда? На Миронов Альберта уже здесь. Васимова. Куда я смотрела? На Альберта Васимова, я тебе повторяю, что это там? Какой Миронов? Это вообще-то не Миронов, а
здравствуйте, собственно... Здравствуйте, Максим. Спасибо, что согласились помочь провести нам наш гала-концерт. Вы знаете, мы сначала долго сомневались, Но мне даже никто ничего не сказал. У меня графики. Вы знаете, как только вы узнали, что к нам приезжает Оренбургский театр, это же просто чудо. Мы так обрадовались, и сам Почаев-то у нас. Мне даже не сказали, в чем быть. Уважаемый Максим Алексеевич, ну вы нас простите. Вы ведь его лично знали. Сейчас вам Ксения все объяснит. Наш концерт посвящен году кино и нашему любимому актеру. И даже иностранные гости в зале присутствуют. Действительно, не могли же мы Роберта Де Ниро пригласить, а тут вы приехали к нам. Да это же замечательно, просто замечательно. Да, ну, господа, это была мимолетная встреча. Я был ребенком, родители меня взяли на гастроли, а там снимался он. Пройдемте, пожалуйста, в гримерную. Но вы ведь уже тогда решили стать актером, не правда ли? Мои родители были актерами, но сейчас они... А родители Миронова тоже были актеры. А давайте вот сначала небольшое интервью. Скажите, пожалуйста, когда вы родились? Я или Миронов? Вы, когда вы родились, пожалуйста, скажите Ну, мне. Пожалуйста. Я, вот Андрей Миронов, родился в 1941 году, простите, 8 марта. Так, ассистенты, сюда быстро! Давайте что-нибудь из истории. А исторический блок еще не готов. Иностранцы готовы? Готовы? Готовы, давайте их. И кофе Миронову быстро. Миронову? Почаеву. Я и сам могу вести концерт. Как больно, милая, как странно, сроднясь земле, сплетясь ветвями. Как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива с тобой я буду, пущай кровь не растворим. Пока жива с тобой я буду, любовь и смерть, всегда вдвоем. Ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой любимый, ты понесешь с собой повсюду родную землю, милый дом. Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставание будет встреча, не забывай меня, любимый, за расставание будет встреча.
пистолете. Вернемся оба, я и ты. Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс, в вечный дым, Я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб не вернулся, не влети. трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал. Когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным креном, когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал. Нечеловеческая сила в одной давильне всех калечит, нечеловеческая сила земное сбросила с земли и никого не защитила вдали обещанной встречи, и никого не защитила рука, зовущая вдали. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на мир.
Let's get it started in here. And the bass keep running, running, and 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 This context, there's no disrespect, so what's more on? You break the next, we got 5 minutes for us to disconnect from all that intellect and let the rhythm effect. So it's an incondition, follow intuition, get a song, break away from the tradition. For instance, burn out, stand out. People want to do it. Like Infonil Kid. With a new solution. With no delusion.
вот хочу задать вам парочку интересующих меня вопросов. Итак, вы его изучаете всю жизнь, да? А вы знаете, что про него говорила в последнем фильме госпожа Голубкина? Что же? Он любил жизнь, он любил петь, он любил друзей, он любил играть. Кстати, друзей он любил до самозабвения. Его любили не потому, что он великий актер, а за его редкие человеческие качества. Вы знаете, говорят, что он был очень светлым человеком. Постоянно у людей возникает вопрос, почему же он стал таким? Ведь его мать была достаточно суровой женщиной. Но что самое интересное, Андрюша всегда был деликатен со всеми окружающими его людьми. Когда вы играете его образы, вы просто хотите выразить ему свое уважение. И в кино, и в театре он сыграл ярчайшую роль. Хотя, да, думаю, театр он любил больше. Давайте пройдем к нашему оператору. У меня еще к вам парочка вопросов. А вот скажите, пожалуйста, почему именно театр он любил больше всего? Ну, это долгая история. Бывает время, словно век. И в это время человек стремится отыскать ответ. Он бледен, мысли томно кружат, и тяжким грузом на груди лежат и беспощадно душат. На какое дело хочу покуситься? А каких пустяков боюсь? Хозяйки. Впрочем, ну зачем я тогда теперь думаю об этом? Разве я способен на это? А разве нет? Ты ведь это не ради фантазии делаешь. Нет. Не из-за того, чтобы себя потешить. Из-за нужды. Жизнь тебя вынуждает. Да, я ведь и не посмел бы, если бы не эта жизнь, не эта нужда. Любопытно. Чего люди больше всего на земле боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся. Да, все в руках человека. Все-то он мимо носа проносит. Единственное из-за своей трусости. Чертова старуха. Ты же знаешь, что делать? Убей ее. Боже, как это все грязно, низко, пакостно. Что со мной? Совсем нервы ослабели. Нет, вот что я тебе скажу. Я бы эту проклятую старуху убил я Аграту, уверяю тебя, без всякого зазора совести. Нет, стой! Осмелюсь ли я переступить? Или я тварь, которая дрожит? Смотри, смотри. С одной стороны, злая, никчемная, никому не нужная старуха. С другой стороны, сотни тысяч семей, гибнущих в нищете и разложении. Одна жизнь и тысячи жизней. Одна жизнь и тысячи жизней взамен. Да ведь тут арифметика. Арифметика, вот именно. Одна жизнь и тысяча жизней. И я ведь однажды живу. Я не хочу ждать всеобщего счастья. О, правильно, не жди. Вот, возьми топор.
Боже, да неужели я в самом деле возьму топор? Стану бить по голове? Нет, нет, ведь я же знал, что не вынесу. Так чего же я до сих пор тебя мучил? Господи, Господи, покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой мечты моей. Господи, Господи! Свобода. 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 Время. Сейчас или никогда. Ну же, бери кого. Убей старуху. Убей ее. Убей. Убью! Как бы не вырыть. Как бы только не вырыть. Сейчас. 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 Иногда не перешагнешь, будешь несчастным. А если перешагнешь, станешь еще несчастнее.
Сергей, все получается? Ой, Сергей, все хорошо, да-да-да, только, знаешь, не хватает того, чтобы он спел. Вот если споет, то все будет отлично. Да, но знаешь, удивительно, что такой человек родился в первый год Великой Отечественной. Кто? Андрей Миронов, ведь его называли человек-праздник, сравнивали с шампанским, а родился в 41-м. Война. Да, действительно, до начала войны оставалось примерно 3 месяца, но башкирский кинематограф не стоял на месте. Вышла картина «Салават Юлаев». Ты, кстати, про Протазанова помнишь? Конечно, помню, ведь именно он первым затеял снять фильм про Салавата Юлаева. А знаешь, как это происходило? Как? В далеком 1924 году Степан Злобин, путешествуя по нашим родным краям, писал: «Путешествую по башкирской земле, изучая башкирский язык, ведь в будущем мне это пригодится при создании картины «Салават Юлаев». Расскажи поподробнее, как вообще он Ну, в снимался? общем-то, дальше А там где? все было понятно.
вас, ребята, юность вспомнил. Максим, расскажите, пожалуйста, о юности, когда вы с ним пообщались. Каким он вам показался? Напомню, тогда я был еще молод. Для меня он был действительно супергероем. Его все любили, потому что он был такой простой. Знаете, говорят, что он очень любил путешествовать, что часто выезжал за границу, а что самое интересное, говорят, что он гениально пел, не обладая гениальным голосом. Он гениально танцевал, хотя у него совсем не было способностей. А ведь мы знаем только его фильмы, а как человека его знали только родные. И вообще, знаете, говорят, что у него такое сердце большое. Большое, как наше любимое кино. А вот эта вот песня, его песня. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь остров невезения в океане. Ну вы помните, помните? Спит война, полночь, холодна, ветер гудит, как струна. Сердце не грусти, птица прочь летит, пуля вдали просвистит. Сердце не грусти, птица прочь летит, пуля вдали просвистит. Не солги руку, помоги, веру свою сбереги. День, ночь не погас, может, и не раз после расскажут про нас. День, ночь не погас, может, и не раз после расскажут про нас. Стали мы сказкой, стали мы путем, а правда привык. Жили мы не зря, были над заря в небе, побед на горах. Жили мы не зря, были над заря в небе, побед на горах. Зайнаб, Джамиля, Гузель, Саида, Нафиса, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай. Гюльчатай! Товарищи женщины, революция освободила вас. У вас нет теперь хозяина, нет господина. И называйте меня просто товарищ Сухов. Забудьте вы к чертям свое проклятое прошлое. Вы будете свободно трудиться, и у каждой будет отдельный супруг. Вопросы есть? Вопросов нет.
однако ничего этого больше не предвидит. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Руки нахуй, руки за голову, всем лежать, вот и пол! Здорово, бандиты. Тихо. Здравствуйте. Здравствуйте. А здесь празднуют? Нет. Нет? Слава, ну ты чего? Я же сказал на самый верх налево. Перейдя дорогу свету, я отбрасываю силуэт. Нема свита, моя правда, секта. Мои спутники вдоль каждого метра. Сколько с ними мы делили важных моментов. Те мне говорят, не поджигай мосты. Ярче прожигай жизни и не дай остыть. На миг себя почувствую бессмертным, но в русской рулетке так редко выступывая хаос. Тени исчезают в полдень, я их воскрешаю в полночь. Они всегда рады напомнить о том, мне какая сволочь. Ну, я обещаю их бросить, но вновь зовут на помощь. Они говорят мне, не бойся, тебе нас так просто не выгнать из дома. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Я буду вечно молодым и вечно пьяным. Вечный дым, тлеющий моря. Вечный сын, вечно молодой мама. Голодный художник, пустые карманы. Граненые стаканы, вечная память тем ушедших слишком рано. Вечная память Сергея Бодрова. Мы будем зажигать свечи в храмах и вечно помнить. Помнить о том, что хоть пока я расту, если во сне еще летаю.
Любимая моя, я не имею права ради тебя даже на миг показывать слабость. Буду молодым и пьяным твоим дурманом, верным словом, без боязни быть обманутым. И когда я уйду, придут другие, это страшная сила, любовь красивая. Да, вот, свидимся. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, нашу жизнь с дорогой без конца. Только любовь, только любовь. Кто повенчал в этом мире песни певца? Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих, но вернее многих ты. Любишь песни и цветы, любишь вкус воды и хлеба, и подолгу смотришь в небо, и никто тебя не ждет. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Свисти, как птица, и не жди награды. Нет на свете тишины, только плач твоей струны. Только вечность дарит звуки, да в груди огонь жестокий, твой единственный огонь. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Они тебя повеки не обманут. Ну а если спросит друг, где любимая и друг, промолчи в ответ с улыбкой, пусть никто не видит сердце посидевшим от разлук. Дорога без конца, она когда-то выбрала тебя. Твои шаги, твою печаль и песню, только вот идти по ней, с каждым шагом все больней, с каждой ночи все светлее, с каждым словом все смертельнее, с каждой песней все трудней.
Оглянуться, но не вправе вспомнить словно сквозь сон, что нашел и что оставил, что запомнил он. Время мчится, будто всадник на горячем коне. Но сегодня мой избранник, отшумевший звонкий праздник, вспоминается мне. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, стеклянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, катание цыганки, днем играли, воздушный шарик. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, стеклянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, катание цыганки, медом и пряник, воздушный шарик. Мчится всадник прямо в осень, не замедлит свой бег. Кто-то скажет, кто-то спросит, как ты прожил век. Я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то мой летает шарик, и медовый пряник тает. Ах, как жаль, ах, как жаль. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, стеклянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, катание цыганки, медом и пряник, воздушный шарик. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, стеклянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, катание цыганки, медом и пряник, воздушный шарик. Оглянуться, кто не вправе вспомнить словно сквозь сон, что нашел и что оставил, что запомнил он. Время мчится, будто всадник на горячем коне. Но сегодня мой избранник, отшумевший звонкий праздник, вспоминается мне. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, стеклянные качели, расписные карусели, звуки шарманки,
Она у человека, как выясняется, очень недлинная. В ней хватает и несчастья, и горя, и драматизма, и сложностей. И поэтому надо особенно ценить мгновения счастья и радости. Они делают людей добрыми. Когда человек улыбается, смеется, восхищается или сострадает, он становится чище и лучше.
вновь вселенная крутится волчок. Солнышко ветреное озарит восток. Заиграют золотом храмов купола. Сердце скрещенный с молотом, Родина моя. Утро Кремля раскрасят нежные тона, бело-сине-красные в небе облака. Конопато-рыжие школьники вчера Пострижены, Родина звала. Петербургские ночи белые, подмосковные вечера. От Распутина и до Путина это Родина моя. Птицы вереницею севера Были в оппозиции, и Фидель наш друг. предавали грабили, все бережена. Это наша Родина. Это ты и я, петербургские ночи белые, подмосковные вечера. От Распутина и до Путина это Родина моя. Израилина, вольны зелена, алкотешая, без царя. Сила дикая, Русь великая, это Родина моя. Это ты и я. Петербургские ночи белые, подмосковные вечера. От Распутина и до Путина это Родина моя. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошла к концу наша студенческая весна. И самое время подвести ее итоги. И для этого мы просим подняться на эту сцену. Проректора по учебной работе Башкирского государственного университета Янбаева Юлая Аглямовича. Начальник управления по воспитательной работе Башкирского государственного университета Парфенову Светлану Раватовну. Под ваши бурные аплодисменты! Давайте еще раз поаплодируем! И давайте поаплодируем нашим сегодняшним участникам, которые выступали для вас. А участники поаплодируют зрителям!
Дорогие друзья, студенты, я при том, что я знаю все ваши таланты, но не ожидал, что вы настолько. Спасибо за этот праздник, за эту весну. Нет слов. Браво студенческой весне, браво Башкирскому государственному университету, браво нашим студентам. Спасибо профсоюзу. Студ-весна 2016, я думаю, вы все хотите узнать результаты. Поэтому давайте сначала вручим торжественные номинации, пожалуйста, на сцену. Давайте еще раз громко поаплодируем, потому что сейчас мы будем награждать лучшие факультеты Башкирского государственного университета. Итак, факультет психологии, вальс, занимает 3-е место в номинации «Бальные танцы». Просим представителей. Факультет романо-германской филологии. 3-е место в номинации «Лучший сценарий». Факультет романо-германской филологии Ахмед Гвардейцев. 1-е место в номинации «Вокальный ансамбль». А мы ждем следующую номинацию. Награждается филологический факультет за поддержку творческого порыва студентов в рамках ежегодного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна». Также филологический факультет, занявший 3-е место в номинации «Лучший сценарий». Филологический факультет, занявший 3-е место в номинации «Поэзия». Филологический факультет, занявший 2-е место в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль». Филологический факультет, занявший 3-е место в номинации «Оригинальный жанр». Гран-при в номинации «Поэзия». 2-е место «Лучшие ведущие». Пожалуйста, филологический факультет. Географический факультет. «Сон о забытой роли». 3-е место в номинации «Поэзия». «Дорога без начала и конца». 1-е место в номинации «Вокал эстрадный». 3-е место в номинации «Народный танец». Поздравляю, географический факультет. Награждается исторический факультет, французский хор, занявший 3-е место, исторический факультет джаз, занявший 2-е место в номинации «Поэзия», Хан Кызы, занявший 2-е место в номинации «Инструментальный жанр», исторический факультет, занявший 3-е место в номинации «Современный танец». Пожалуйста, исторический факультет. Ну а мы продолжаем, и на очереди Институт экономики, финансов и бизнеса. Институт экономики, финансов и бизнеса награждается. Монолог из фильма «12», занявший 2-е место в номинации «Театр». Первое место в номинации «Лучшие ведущие». Первое место в номинации «Лучший сценарий». 3-е место в номинации «Лучшая режиссура». 1-е место в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль». 1-е место в номинации «Вокал эстрадный». Мы просим представителей Института экономики, финансов и бизнеса подняться на эту сцену.
Азербайджанский танец, третье место в номинации «Народный танец». Пелейковый парус, третье место в номинации «Вокально-хореографическая композиция». 100 рук, гран-при в номинации «Народный танец». Инструментальная композиция, первое место в номинации «Инструментальный жанр». Меренга «Виват Испания», второе место в номинации «Бальные танцы». Танец казачий, первое место в номинации «Народный танец». Первое место в номинации «Лучшая режиссура», физико-технический институт. Когда мы были на войне, второе место в номинации «Народный вокал». Награждается декан биологического факультета Башкатов Сергей Александрович за поддержку творческого порыва студентов в рамках ежегодного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна в Башку-2016». Награждается биологический факультет 7 девушек, занявших второе место в номинации «Народный танец». Также биологический факультет «Восточный танец», занявший третье место в номинации «Современный танец». И также награждается биологический факультет «Сердце. Тебе не хочется покоя», занявший третье место в номинации «Вокал эстрадный». Институт управления безопасности предпринимательства. Кукушка, занявший первое место в номинации «Современный танец». Клоунада, занявший второе место в номинации «Оригинальный жанр». Номер ярмарка, занявший гран-при в номинации «Оригинальный жанр». Сибирь, занявший первое место в номинации «Народный танец». Звуки природы, занявший третье место в номинации «Театр». Песочная анимация, занявший второе место в номинации «Оригинальный жанр». Гимн семьи, занявший первое место в номинации «Вокальный ансамбль». Ноченька, занявший второе место в номинации «Современный танец». Также награждается директор Института управления безопасности предпринимательства Уразова Амина Ильдусовна за поддержку творчества фестиваля творчества «Студенческая весна в Башку 2016». Награждается факультет башкирской филологии и журналистики. Второе место в номинации «Лучший сценарий». Ешбек, второе место в номинации «Народный танец». Салават Батыр, третье место в номинации «Инструментальный жанр». Факультет башкирской филологии и журналистики, третье место в номинации «Лучшая режиссура». Первое место в номинации «Актерское мастерство». Третье место в номинации «Лучшие ведущие». Награждается инженерный факультет, занявший второе место в номинации «Актерское мастерство». Награждается инженерный факультет «Армянский танец», занявший третье место в номинации «Народный танец». Но мы продолжаем. Институт права. Ветер перемен, занявший гран-при в номинации «Вокал эстрадный». Кукушка, занявший первое место в номинации «Вокально-хореографическая композиция». Бабури, занявший второе место в номинации «Вокальный ансамбль». Гимнастика, занявший первое место в номинации «Оригинальный жанр».
Падали, но поднимались, занявшие третье место в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль». Под ваши аплодисменты! Награждается химический факультет, танец солнечный, занявший второе место в номинации «Современный танец». Химический факультет «Помоги мне», второе место в номинации «Вокал эстрадный». Химический факультет «Я посею лебеду», первое место в номинации «Народный вокал». Награждается факультет философии и социологии, марийский танец, занявший второе место в номинации «Народный танец». Любовь, занявший первое место в номинации «Поэзия». Сценарий. Факультет философии и социологии занимает третье место в номинации «Лучший сценарий». Танго, занявшее первое место в номинации «Бальные танцы». И старый клен, занявший третье место в номинации «Народный вокал» «Фольклор». Факультет математики и информационных технологий. Монолог Раскольникова, занявший первое место в номинации «Театр». Я строю мысленно мосты, занявший третье место в номинации «Оригинальный жанр». Факультет математики и информационных технологий, занявший второе место в номинации «Лучшие ведущие». Номер Варвара, занявший гран-при в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль». Третье место в номинации «Актерское мастерство». Королева бензоколонки, занявший второе место в номинации «Вокально-хореографическая композиция». Второе место в номинации «Лучшая режиссура». Второе место в номинации «Лучший сценарий». Ну что ж, большое спасибо нашим гостям. Просим занять ваши места. Наступает самый волнительный момент. Мы объявляем победителей. Для подведения итогов и вручения грамот приглашается Ректор Башкирского государственного университета профессор Морозкин Николай Данилович. Дорогие преподаватели, работники университета, уважаемые гости. Мы все знаем, что идея студенческая весна принадлежит профсоюзам. И профсоюзы много лет вот эту идею лелеют, проталкивают, как это называется, но и всячески оберегают. Вот и сегодня у нас присутствует на нашем сегодняшнем концерте председатель Республиканского комитета профсоюзов Марат Габдул Касимович Хусаинов. Марат Габдул-Касимович, приветствую. Председатель Республиканского комитета профсоюзов работников образования и науки Светлана Николаевна Пронина. Давайте скажем им большое спасибо вот за эту идею и за то, что эта идея, благодаря профсоюзам, из года в год становится все лучше и лучше. Хотел бы сказать большое спасибо нашим студентам. Действительно, сегодня прекрасный вечер нам сделали. Прекрасный концерт. Я знаю, что задействовано было для того, чтобы подготовить вот этот заключительный концерт, почти больше 4000 студентов. Все факультеты работали прекрасно. У нас несколько месяцев подряд шли репетиции не только там, в актовом зале, в балетном зале и так далее, а во всех наших фойе. И это было, надо сказать, было прекрасно. Красивая музыка, красивые тренировки. Вот. И то, что ребята за годы учебы
пройдут эту прекрасную творческую школу, после выпуска они же все это понесут с собой, там, где они будут работать. И там тоже будут поднимать вот эту же творческую инициативу. Поэтому эта идея студенческой весны, на мой взгляд, самая прекрасная, что вот есть сейчас в студенчестве. Спасибо, ребят, вам. Конечно, я понимаю, как мне сказали, что в этом году особенно на всех факультетах были прекрасные номера. И жюри достаточно сложно было отбирать, кто будет первое место занимать, второе и так далее. Вот. И кто будет вот на этом заключительном концерте выступать и какие номера взять. Поверьте, значит, все номера хорошие на факультетах. Вот, но понятно, что соревнования есть соревнования, и отбор должен быть. Вот. Я посмотрел баллы, которые выставило жюри. Баллы идут фактически около 8 и где-то чуть больше 9. Видите, все факультеты, институты, вот где-то отличается балл, может быть, 0,3. Вот, поэтому еще раз говорю, спасибо всем студентам, спасибо тем, кто вот организовал студенческую весну, и спасибо нашим режиссерам, нашим руководителям, Светлане Рафатовне, Розаре, которые вот занимались этим плотно-плотно, Сухарева, она где-то здесь видно. Ну и переходим к кульминации сегодняшнего вечера. Это объявление мест. Я сам, не знающий эти места, вместе вот с вами достаю, можно сказать, конверт, он запечатан, видите, я тоже не открывал. Поэтому сейчас вместе с вами прочитаем, кого жюри определил на какие места. Так. Это у нас баллы и состав жюри. Но я думаю, это вам не так интересно. Вот. Кто баллы выставлял и какие баллы? Ну, я уже сказал, баллы идут, начиная где-то около 8 и заканчивая 9,2. Итак, призовые места по итогам выступлений межфакультетского конкурса «Студенческая весна Ваш ГУО 2016». Третье место заняли факультет башкирской филологии и журналистики. Тихо, 2 третьих места, 2. И Институт управления и безопасности предпринимательства. Пожалуйста. Где Институт управления? Следующее. Второе место. Тишина. Итак, второе место занял Институт экономики, финансов и бизнеса. Сертификат — это все, кто занял призовые места. Но разная сумма. Первое место жюри присудило факультету математики и информационной Дорогие друзья, вы не подумайте, раз ректор математик, значит и первое место взяли математику. Вот наше ректор не имеет
Это объективное решение членов жюри. И, наконец, гран-при получает физико-технический... Уважаемые студенты, преподаватели, профессора Башкирского университета, физико-технический институт ниже первого места никогда не спускался. Поскольку в этом году мы заняли гран-при, я должен два слова сказать, наверное. Ну я что скажу, физики они не болтают, они делают. Спасибо. И физтех чемпион.